дамы и господа, более 200 моих коллег сейчас находятся в тюрьмах Таджикистана. Причем двое из них имеют пожизненные сроки. Единственный грех этих заключенных в том, что они были членами единственной религиозной оппозиционной партии Таджикистана. В 2015 году правительство Таджикистана посадило их на долгие годы по ложным и безосновательным обвинениям, и несколько из них были убиты в тюрьмах по разным причинам. В 2020 году правительство признало заключение в тюрьму 113 человек, обвиненных в членстве в братьях-мусульманах. Но есть доказательства того, что этим обвинениям она задержала, питала и заключила в тюрьму около 500 человек. Кроме того, в мае и июне этого года еще более 200 выходцев из Бадахшана, где живет религиозное меньшинство исмаилиты, были арестованы, подвергнуты пытками и отправлены в тюрьму на долгие годы. Дамы и господа, к сожалению, несмотря на такое количество политзаключенных и самодержавия этого семейного правительства, многие западные страны и международные организации тесно сотрудничают и не только ничего не говорят о грубых нарушениях прав человека на своих встречах и в беседах, но и восхваляют этих самодержцев. Поэтому предлагаю следующее. Первый. Рекомендую американского правительства ввести в действие закона Магнитского в отношении таджикских должностных лиц, непосредственно причастных к нарушениям прав человека, пыткам и коррупции. Второй. Рекомендую ОБСЕ реализации московского механизма в отношении ситуации с правами человека в Таджикистане. Я думаю, что реализация московского механизма будет очень эффективной, и некоторые страны Запада готовы пойти на такой шаг. У меня личная просьба. Лично я получил много ударов от режима Эмомали Рахмона и являюсь жертвой притеснения этого режима, когда я вижу, что высокопоставленные западные дипломаты в Таджикистане не только ничего не говорят о нарушении прав человека, но и описывают и хвалят некоторых членов семьи Рахмона и называют его звездой. Я отношусь к этому очень серьезно. Личная просьба ко всем демократическим правительствам и международным организациям сказать своим дипломатам, чтобы